Доброе утро, коллеги. Так, дни у нас августовские, напряженные. Планерку нам сегодня надо закончить в 8:50, поэтому прошу во всех отчетах и докладах быть крайне сдержанными и краткими. Пожалуйста. Доброе утро. За отчетный период произошло 12 пожаров, пострадавших нет, погибло 2 человека, крупных пожаров не было. Итого с настоящим итогом с начала года 816 пожаров, гибель 9 на 11, травмировано 10 на 8, спасено 30 человек. Доклад закончен. Спасибо. Доброе утро. За отчетный период инспекторским составом всего проверено планово 13 объектов, внепланово 5. Составлено протоколов о административных правонарушениях 16. Профилактических обследований выполнено 4. Рассмотрено жалоб граждан 14. Проводятся противопожарные инструктажи по многоэтажным жилым домам. Всего за неделю обследовано 73 жилых дома, проинструктировано 127 человек. Проводятся профилактические мероприятия управами городских округов и администрации наслегов. За текущую неделю с Айсарским округом всего обследовано 10 семей, проинструктировано 30 человек. Октябрьский округ 6 рейдов выполнено, проинструктировано 83 граждан. И автодорожный округ 2 жилых дома, проведена разъяснительная работа с населением. Принято к новому учебному году 24 школы и 35 детских садов. Так, на территории города Якутска на сегодняшний день действует 7 детских лагерей. На данный момент все детские лагеря проверены. Имеются мелкие нарушения. Доклад закончен. Приемка школы и детских садов по вашему графику идет нормально? Или отставание есть? Ну, есть отставание от графика. На этой неделе, в принципе, планируем закончить, но хотелось бы заметить, что есть проблемные объекты. Так, предписание ваше я получила, в работу мы его приняли. Значит, ну, по проблемным объектам предлагаю отдельно, может, встретиться. На неделе давайте? Хорошо. Пожалуйста, Николай Петрович. Доброе утро, уважаемые участники совещания. За неделю в городе Якутске зарегистрировано 25 сообщений о преступлениях, раскрыто 20. Из них тяжких, особо тяжких 7, все раскрыты. Из числа ранее совершенных преступлений раскрыто 26. 1 тяжкий вред здоровью, 4 грабежа, 14 краж, 4 мошенничества и 3 прочих преступления. Установлено лиц, совершивших преступления, 42. Из них ранее судимыми 20, женщинами 4 и 2 преступления несовершеннолетними. Поступило сообщение без пропавших 18, в том числе несовершеннолетних 9. Также установлено без пропавших 8, 8 из которых объявлены в течение недели. Несовершеннолетних установлено 6, 6 из которых также объявлены были в течение недели. На сегодняшний день остается не найдено только 1 несовершеннолетний, состоит на учете в ПДН, ранее также неоднократно уходила. Объявлено в розыск преступников 15, установлено 1, из ранее объявленных установлено 7. Обнаружено трупов без видимых признаков насильственной смерти 3, суицидов не зарегистрировано. По безопасному городу выявлен 1 факт совершения правонарушения. По системе гражданин полиция сообщение не поступало. План перехвата вводился 1 раз, транспорт не задержан. За неделю отделами и подразделениями всего составлено административных протоколов 1392. В специальный приемник за неделю доставлено административно арестованных 63 человека. На 18 августа содержится всего 48. За выходные доставлено всего 36 детей, в пятницу 11, в субботу 25. Из них в ФСНП помещен 1, реабилитационный центр 2. В изоляторе временного содержания за неделю задержано, то есть 12 человек, из них арестовано 4, под домашним арестом 2, освобождено 3. Также закончили операцию «Семья», продолжается участок и с сегодняшнего дня начинается условник. За неделю проведено 7 массовых мероприятий, одна из них это культурно-массовая, 2 публичных и 4 прочих мероприятия. На охрану общественного порядка общественность было задействовано 6 человек. Это все работники ЧОПРОМ. Доклад закончил. Спасибо. Пожалуйста.
Доброе утро, уважаемые участники совещания. За прошедшую неделю оперативная обстановка на объектах транспортного комплекса города Якутска оставалась стабильной. Политических акций и массовых мероприятий не допущено. Управлением проводятся оперативно-профилактические мероприятия «Путина 2019», «Безопасный рейс», «Арсенал». За прошедшую неделю зарегистрировано у нас 5 преступлений. За административные правонарушения доставлено в дежурную часть 119 человек. Вмешательство в работу аэропорта, речного порта города Якутска не допущено. Доклад окончен. Спасибо. Сергей Николаевич. Доброе утро, участники совещания. За прошедшую неделю на территории города Якутска зарегистрированы 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадало 5 человек. В целях обеспечения безопасности дорожного движения выявлены 1021 правонарушений. За управлением транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержано 50 водителей. За управление с тонированными стеклами к административной ответственности привлечено 55 водителей. За превышение уровня шума 2 водителя. На специализированную стоянку доставлено 76 автомашин. За нарушение правил остановки стоянки к ответственности привлечено 41 водитель. Эвакуированы 4 транспортных средств. За невыполнение требований предписания дорожных знаков привлечено 6 водителей грузовых транспортных средств. В отношении должностных лиц составлено 6 административных материалов. В отношении юридических 2. По недостаткам содержания уличной дорожной сети выдано 7 предписаний. Также в выходные дни проведены рейдовые мероприятия, а также обеспечено безопасность дорожного движения на культурно-массовых мероприятиях. Доклад окончен. Спасибо. Доброе утро, коллеги. За отчетный период проведено 39 проверок, из которых внеплановых 16 и рейдовых 23. В ходе всех проверок выявлено 19 нарушений, выдано одно обязательное предписание, составлено 19 протоколов и наложено 19 штрафов на общую сумму 142 тысячи рублей. Взыскано ранее наложенных штрафов 13 на общую сумму 38 500 рублей. Так, проведен рейд по информации в социальных сетях по озеру Кубалах. Выявлено, что ООО добывает сапропель по лицензии на природопользование. Но нарушение также скрыто, нет договора на водопользование. Административный материал оформляется, будем штрафовать за нарушение. Доклад окончен. Спасибо. Пожалуйста. Доброе утро. По городу Якутску обследовано 32 детских сада и 43 школы. Из них 25 школ без замечаний, по 18 школам небольшие замечания. По отделке, там, где не был проведен достаточный косметический ремонт, по неправильному ведению журналов медицинского кабинета и пищеблока, по истекшим срокам сангик обучения, по уборке и наличию твердых коммунальных отходов на территории. На понедельник будет обследовано все 9 оставшихся школ. В городе Якутске работают 6 дневных загородных лагеря, отрабатывают последнюю неделю. Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия за отчетную неделю рассмотрено 30 дел об административном правонарушении, выдано 11 предупреждений, наложен административный штраф на общую сумму 730 300 рублей. У меня все. Спасибо. Спасибо. Так, уважаемые коллеги, у нас с 21 по 25 августа в городе Якутске пройдет первый фестиваль для горожан возраста 60 лет и старше, называется «Золотая пора». Это общественная инициатива, предложили жители города Якутска. Фестиваль будет проходить на разных площадках, поэтому, Николай Петрович, ваши сотрудники участвуют в фестивале, значит, они с лекторием о, значит, мошенничестве, о современных видах мошенничества будут рассказывать пожилым, да? Значит, и, Сергей Николаевич, просьба в части безопасности, организации парковок, поскольку мы надеемся, что будут участвовать люди и маломобильные в том числе, да, поэтому просьба с организаторами связаться еще раз вот в эти дни перед началом все это урегулировать. Спасибо. Так, Валерий Афанасьевич Думатов, пожалуйста, управление дорог. Доброе утро. Начну с нацпроекта. Получается, та информация, которая была на 15 августа о том, что подрядные организации работали при обильных осадках, здесь, получается, эта информация не подтвердилась. Это касается непосредственно объектов Хатынгурятское шоссе и объекта Красильникова на участках, где проводились данные работы. Это компании
Су-5 Паодорис и компания Сахатрастрой. По улице Красильникова данные работы утром начались, и в обед при начале осадков они завершились. Ну и там непосредственно работал один каток. Что касается Хатынь-Юрасского шоссе, также, получается, подрядная организация отработала до обильных осадков. При своей работе дорожная организация основывается на рекомендации и распоряжении Федерального дорожного агентства, согласно которого укладка горячих асфальтобетонных смесей запрещается именно при обильных осадках. 15 августа, согласно заключения ГИС-Метео, у нас обильные осадки как раз начались после обеда. Что касается непосредственно остальных объектов, у нас идут очень хорошие показатели именно по автодорожному округу. Сейчас начались асфальтовые работы, но как погода встанет, уже напрямую выйдут у нас по улице Красильникова, также по улице самой автодорожной, продолжение от ДСК до улицы Воинская. По улице Хатынь-Юрасское шоссе подрядная организация подготовила нижние основания до второй дамбы, и со стороны Вилюйского тракта устранены пучинообразования и уложены водоотводные лотки. По 202 и 203 микрорайону также проведены работы по устройству водоотводных лотков по улице Сорона-Малана, начиная от улицы Хабарова. Уложен весь бордюрный камень по улице Сорона-Малана. Также по улице Ларионова, после того, как снесли киоск, также у нас вот на участке от набережной Романа Дмитриева до улицы Сорона-Малана также идут работы по укладке бордюрного камня. Также возле домов номер 4, 2 и 3 получается уложена тротуарная плитка с учетной стороны. То есть работы идут. По мостам, получается, у нас опорные части моста Северный также уже на месте. Начинается сборка. По Шестаковке подрядная организация также производит свою работу. По Чайковского, ну, единственное, вот сейчас остался большой вынос по улице, на пересечении улиц Винокурова и Каландрашвили. После этого, в принципе, уже можно будет приступать непосредственно асфальтирование. Вот, получается, мы замеряли на температуру асфальтобетонной смеси во время укладки асфальта. И, в принципе, он соответствует всем требованиям государственного стандарта, это по Хатынь-Юрасскому шоссе. И следующий объект — это улица Красильникова. То есть вот здесь на фотографии видно то, что непосредственно работает асфальтоукладчик, и никаких обильных осадков, о которых у нас жители говорят, в принципе нету, и асфальтовые работы идут согласно требований государственного стандарта. Это получается улица Сорона-Малана. Здесь мы видим то, что выран котлован под водоотводные лотки, и водоотводные лотки в настоящее время у нас установлены. Ну и на прошлой неделе по вашему поручению мы провели межведомственную комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения, на которой было рассмотрено 73 заявления граждан об изменении дорожной разметки, и по итогам комиссии было принято решение согласовать 18 участков с прерывистой, ну и отказать 55. Данное решение было принято коллегиально с участием контрольных органов лица ГИБДД. Ну и при принятии решений мы рассматривали такие моменты, как дорожно-транспортные происшествия, опасные участки и интенсивность транспортных и пешеходных потоков. Вкратце у меня все. Ну вот, когда общественники объезжали, проверяли ход работы, у нас технадзоры были на месте? Технадзоры, к сожалению, были на других объектах, но Общенародный фронт выехал непосредственно на один объект. Это ну вот поэтому так и происходит, Алексеева. потому что если бы технадзор находился на месте, ну или где-то близко, в крайнем случае, да, то он мог подъехать и объяснить, правильно? Потому что люди видят картинку, которую видят. Идет моросящий дождь, работает каток, значит продолжаются работы. Но каток может работать в моросящий дождь, правильно? Это как бы асфальт укладывать нельзя, каток работать может. Поэтому вот здесь вот эти все вещи, я думаю, что на момент, когда приезжает любая проверка, а мы сами инициируем все
чтобы все горожане приезжали, проверяли, смотрели, ну, имеется в виду и общественный контроль, Общероссийский народный фронт, пожалуйста. Но технадзор должен быть, если не на месте, то на соседнем участке, чтобы подъехать и объяснить, ответить на все вопросы. Потому что все-таки работы, они специфические, не все мы, горожане, понимаем, поэтому необходимо, чтобы на месте объясняли. Так? Ладно, хорошо. Алексей Михайлович, Варламов, главстрой. Доброе утро. Ну, конечно, заказчика главстрой мы ежедневно сегодня отрабатываем тоже, в основном это вопросы, связанные с дорожным строительством. Согласно тем графикам, которые вот 9 августа, наверное, мы вам тоже озвучили, что мы скорректировали ну, вот, с учетом уже сложенной на тот день ситуации. На сегодняшний день мы также, в общем-то, фиксируем уже небольшое отставание, да, от того промежутка небольшого времени. Но это, конечно, это есть и объективные, и субъективные причины. Объективные все-таки это те, что на сегодняшний день наружные коммуникации, наружные подземные коммуникации сегодня полностью, ну, отсутствуют их полные данные, инвентаризационные данные. Из-за этого у нас все-таки мы в пожарном режиме отрабатываем именно возникающие вот эти. То есть какие-то сети вы сюрпризы. Обнаруживаете непосредственно уже при проведении работы, начинаете согласовывать с ресурсными организациями, да? Совершенно верно. И вот в условиях все-таки ФЗ-44 мы сегодня имеем, опять же, ограничения по времени, чтобы для решения этих оперативных вопросов. Ну, также… Ну, понятно, если годами сети никто не переписывал и не инвентаризировал, то непонятно, где что находится. Как говорится, при вскрытии. Ну, из объективных причин, конечно, это то, что подрядчики все-таки имеют сегодня слабые темпы, недостаточно все-таки, мы считаем, и количество людей. Ну, наблюдается сегодня и у того же Дориса, да, у того же Сахатрастроя. Но в тех графиках все равно они, конечно, нас убеждают в том, что они в графиках, и на самом деле в графиках асфальтирования у них стоит, это конец августа и сентябрь месяц, основные работы по асфальтированию. Ну, асфальтирование на самом деле, как бы это ни звучало странно, это самый простой Да, вид работы. совершенно верно. Самый простой и самый быстрый вид работ. Самое сложное – это подготовительные работы. Асфальтирование они закатывают же на раз-два, это просто, никаких проблем с этим нет. Ну и финансирование, вот если вот мы в пятницу только, значит, прошли все оплаты наконец-то, да, вот больше недели мы не могли провести оплаты вот, через управление федерального казначейства, но сегодня вопросы решены, и вот, слава богу, в пятницу получили. Михаил Сергеевич, прохождение оплаты возьмите на личный контроль. С казначейством надо отрабатывать. Понятно, что это не наше казначейство, да, как бы федеральное, но как бы возьмите на контроль. Все счета оплачены на сегодняшний Да, день. вот Никакой задолженности нет. Нет, как на Хорошо, сегодня. ладно, спасибо, держите на контроле. Так, Егинов Аял Анатольевич, СГХ, пожалуйста. Доброе утро, коллеги. На сегодняшний день подготовка к отопительному сезону идет в плановом режиме. Полностью или практически полностью выполнены работы по промывке систем отопления, по ревизии запорной арматуры, по ремонту сети электроснабжения, по Процент готовности дверям. В целом процент готовности по подготовке к отопительному периоду составляет 78%, что превышает аналогичные показатели прошлого года. По округам наибольшую готовность к зиме показывают Гагаринские и Губинские округа, это у них по 91%, наименьшие показатели у Магана и Мархи, это 64 и 63% соответственно. По получению паспортов готовности цифра у нас составляет 50%. Вместе с тем необходимо отметить, что технически готовность по всем округам близка к полной. Наиболее проблемным вопросом является задолженность перед поставщиками ресурсов. В связи с этим имеет место задержка при оформлении актов проверки готовности. Здесь также необходимо отметить, что на прошлой неделе состоялось совещание у министра ЖКХ по подготовке к отопительному периоду с участием ресурсоснабжающих организаций, прокуратуры, где представителям прокуратуры озвучено, что ресурсоснабжающие организации не вправе затягивать процедуру выдачи документов по подготовке к ОЗП. В противном случае нам рекомендовано обратиться в прокуратуру в целях принятия мер прокурорского реагирования. У меня все, спасибо. Угу. Так, на штаб Владимир Юрьевич, прокуратуру приглашайте. Так, Маган Марха, отстающие 61-64% готовности. Так? Я правильно поняла? Ну,
какая разница, МинЖКХ, не МинЖКХ, это территория городского округа, город Якутск. Поэтому Маган, Марха, подтягивайтесь. Хорошо, спасибо. Валерия Сергеевна Белоус, Жилкомсервис. Добрый день, уважаемые коллеги. Отчитываясь о работе жилкомсервиса за прошедшую неделю, следует отметить, что ввиду произошедшего дождя откачано более 750 кубов ливневых вод, на полигон принято более 20 тысяч твердых коммунальных отходов, вывезено более 12 тысяч жидких бытовых отходов, ликвидировано на специализированную стоянку более 15 крупногабаритных, несанкционированно установленных объектов. Говоря о полигоне, следует отметить, что 13 августа у нас произошло возгорание на полигоне, расположенном по Вилюйскому тракту 9 километр, в период времени около 19 часов. Оперативно на место происшествия выехал первый заместитель главы города Владимир Юрьевич Федоров, заместитель главы города Михаил Сергеевич Воробьев, начальник отдела по ГОИЧС Виталий Бобинов. Под личным руководством и с непосредственным участием указанных лиц пожар был локализован примерно к 23 часам. Было задействовано более 17 единиц техники, более 20 человек личного состава. По результатам происшествия были сделаны оргвыводы. Кроме того, немаловажным моментом является проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Об этом тоже необходимо указать. Что в сухом остатке сегодня мы имеем и как обстоят дела в жилкомсервисе на сегодня. Кредиторская задолженность предприятия составляет более 165 миллионов рублей. Из них основными нашими контрагентами является водоканал, более 55 миллионов рублей. Самая главная и самая болевая точка – это задолженность предприятия по налогам и сборам, около 50 миллионов рублей. Задолженность за топливо перед ООО «Сибойл» более 26 миллионов рублей. Перед поставщиками газа более 3,5 миллионов рублей, перед подрядчиком ООО «Тудор» 12 миллионов рублей, и также по решению и акту счетной палаты это 18 миллионов рублей. Дебиторская задолженность сегодня на предприятии составляет порядка 250 миллионов рублей. Из них основным нашим дебитором является это ООО «Якутская Кассети». Их задолженность составляет перед предприятием порядка 125 миллионов рублей. Далее по списку мы движемся к населению. Задолженность населения сегодня составляет более 75 миллионов рублей. Кроме того, перед нами имеет задолженность Якутсдорстрой 11,5 миллионов рублей и управляющая компания Табагинская, это 8,5 миллионов рублей. Значит, наши действия, какие действия мы предпринимаем, чтобы стабилизировать указанную ситуацию. Подготовлены будут проекты писем в адрес руководства республики с рассмотрением вопроса о досрочном погашении займов по кредитам с нашим контрагентом Якутской Кассети. Точно так же будет подготовлено обращение в налоговую инспекцию, об оказании возможного содействия, безусловно, в рамках правового поля, в разрешении ситуации с налогами и сборами. Также можно отметить, что каждую третью субботу августа у нас проводится день, отмечается Всероссийский день бездомных животных, и эта суббота не стала исключением, поэтому внимание СМИ, общественников, волонтеров, политических партий в эту субботу было плотно приковано к единственному в Якутске пункту передержки животных. Поэтому мы провели ряд мероприятий совместно с волонтерами, средствами массовой информации. И, безусловно, это имеет положительные моменты, в числе которых можно отметить. Активисты политических партий передали гуманитарную помощь пункту передержки животных в виде лекарственных средств, антибиотики, антигельминтные средства. Были также получены корма. Но самое главное и самое, наверное, положительное – это то, что посредством
выхода статей в средствах массовой информации ряд животных обрели новый дом. Это положительный момент. У меня все. Так, спасибо. Спасибо. Управление образования, Алексей Клементьевич. Доброе утро. Этим летом у нас было 18 миллионов на капитальный ремонт. Капитальный ремонт был проведен в 3 загородных лагерях «Труд», «Радуга» и «Спутник», в 3 школах общеобразовательных: Сахакорейская школа, 33-я, 36-я школа и 4 детских садах. Ремонт работы почти завершены. В 33-й школе должны быть, замена окон должна была завершена на этой неделе. Приемка школ, образовательных учреждений у нас должна завершиться сегодня-завтра. Роспотребнадзор должна завершить сегодня, и наша комиссия 20 числа. Есть, как говорили, проблемные объекты, где детский сад, где частный детский сад поставил ограждение возле муниципального детского сада и ограничил движение транспортных средств. И разобрались с этим, что там, как она этот участок-то? Там есть несколько путей решения, есть несколько вариантов решения этой проблемы. Наталья Романовна, решите, ладно? И по Мархинской школе... Потому что там деньги народного бюджета все-таки, чтобы они не пропали, и надо как-то... По Мархинской первой школе делаем футировку, емкость. Это изнутри обшивается пластиком емкость, чтобы не было протечек. По объектам ГЧП договор аренды АИКАТа подписан последним в четверг. Документы все собраны, и должна быть уже заявки сделаны, Роспотребнадзор и Госпожнадзор, то есть должна быть приемка этих объектов. Но мы не можем утверждать, что надзорные органы согласятся с нами, поэтому... Есть замечания, которые устраняются. Сейчас поедем с 9, посмотрим еще раз. Хорошо, ладно. Антонина Николаевна, пожалуйста. У работников культуры тоже жаркая пора. Подготовка к отопительному сезону идет в плановом порядке. На сегодняшний день промывка проведена 100%. Паспорта готовности имеется 77%. У нас осталось всего 6 объектов, из них 4 уже по справке готовности сданы энергоснабжающей организации. И по 2 таким объектам они будут еще в течение 10 дней. То, что касается наших больших городских мероприятий, все, под контролем и живым, так скажем, интересом и горожан, общественности, и наших работников. На этой неделе у нас из больших городских и совмещенных праздников, это, конечно, День российского флага 22 августа. Это 22 августа еще у нас в парке проходит ежегодно «Улыбнемся солнечному дню», благотворительная акция, и городской фестиваль, который Сардана Владимировна подчеркнула, который идет под знаком и журнала «Журфикс», и общественности, и нашего главы, это «Золотая пора 60+». По данному фестивалю проведен не один раз оргкомитет, определены все ответственные. На сегодняшний день больших проблем нет. Парк готов. Мы, подготовили ряд очень интересных таких баннеров, схем расположения. Работаем с волонтерами, чтобы наши пожилые люди не смогли потеряться в нашем парке и в местах проведения данного фестиваля. И на сегодняшний день по песенным конкурсам у нас непосредственно в парке заявлено более 50 личных участников. Это еще маловато, но тем не менее у нас ожидается большое скопление от школы 3-го возраста, и плюс еще подадут нашу управу. Так что, так скажем,
художественная составляющая будет очень такая активная и такая плодотворная. Вот кратко все. Хорошо, спасибо. Спасибо. Можно, с вашего Да. позволения, покинуть? Да, конечно. Так, строительный округ. Доброе утро. Подготовка к зиме. Акты готовности по данным пятницы 132 дома, паспорта готовности 123, в целом 69%. Отставаний нет, идем по графику. Сегодня ускоримся. Грейдирование улиц мы завершили. Есть проблемные участки, где будем повторять. Это в основном 9, 15, 16 квартала. Приступаем с сегодняшнего дня к отсыпке грейдирования дворов. Мы уже повсеместно начали. По вывозу кузова 90% исполнения. По уборке несанкционированной свалки 40% исполнения. Разбор кладовок на этой неделе начинаем. Ну, также проводим разные социальные акции. Работа идет в штатном режиме. Спасибо. Зайсарский. Доброе утро, уважаемые коллеги. Прошлая неделя у нас прошла в плановом режиме. Санитарное состояние у нас удовлетворительное. Дворниками управы производится скос камышей. Всего скошено порядка 700 квадратных метров. Собрано 50 мешков сухого мусора. По подготовке к зиме у нас также все ведется согласно плану графика. Из 595 многоквартирных домов готовность у нас составляет 409 многоквартирных домов, что составляет порядка 70%. Значит, по ВДГО у нас также проводятся общие собрания с участием управы. На сегодняшний день у нас 45 домов отключены. Но с начала года у нас из общего количества отключенных домов 54 дома, уже 55 домов обратно подключены к газу. Я считаю, что это хорошо. Так, по ЕДДС на сегодняшнее утро у нас 9 заявок, 5 из них по отлову. Жилкомсервис, я хотел бы обратить внимание на отлов. Так, ну и на прошлой неделе у нас прошло выездное совещание, выездной осмотр по народному бюджету. У нас в этом году два проекта. Один, значит, Лермонтова 90/5, это детская спортивная оздоровительная площадка. И в школе номер 25 это реконструкция спортивного зала. Готовность обеих объектов составляет свыше 90%. Так, значит, продолжается установка пожарных сигнализаций. На прошлой неделе еще 10 МКД были приняты в эксплуатацию. Сейчас идет активная установка в фонде Сайсарского дома управляющей компании. Ну и также продолжается установка детских площадок МАФ. И, значит, продолжается ремонт и грейдирование улиц и проездных путей. Так, вывезено гаражей у нас на сегодняшний день 44. Ну, все в плановом режиме, особых проблем нет. Спасибо. Так, и сквер Лунгинова. Сквер Лунгинова, значит, да, на прошлой неделе усалданцы не объявились, я на этой неделе выйду, и на этой неделе я хочу собрать нашу рабочую группу по освежению, значит, актуализации сметы и так далее, и так далее. Вот вкратце так. Спасибо. Автодорожный. Доброе утро. На текущую дату из 304 МКД получено 204 акта готовности к отопительному периоду, что составляет 67%, и 142 паспортов из 185 паспортируемых многоквартирных домов, что составляет 75% готовности. По линии OneClick за неделю поступило 8 заявок, всего за год 90, просрочек не имеется. За неделю выдано 28 предписаний, из них в отношении УК 14, в отношении физических и юрлиц тоже 14. Составлено 12 протоколов на юрлиц, 3 на физлиц 9. Откачка дождевых вод силами подрядчика по муниципальному контракту откачано 20 метров кубических. Жилой фонд потоплению не подвергся. Демонтаж информационных конструкций за год демонтировано 2181 штука, за прошедшую неделю 236 штук. Так, по объектам самовольного строительства в 2019 году выявлено и направлено 17 объектов, за неделю 1 объект.
Следует отметить, что периодически, последний раз было в первом квартале, мы проводим рабочие совещания с участием представителей ДГ, УМК и правового отдела, где производим сверху сведений и уточняем положение дел по ранее направленным фактам самовольного строительства. Ведется работа по внесению границ прилегающих территорий жилого фонда в программную продукцию ИНГИО. Внесено 4955 земельных участков. На очереди внесение кварталов СОТов. Первый муниципальный контракт по отсыпке и градированию завершен. Муниципальный контракт по установке малых архитектурных форм также завершен. Спасибо. Спасибо. Так, Евгений Николаевич, пожалуйста. Доброе утро, коллеги. На прошлой неделе строительный блок отработал в штатном режиме. Из знаковых событий у нас, значит, было повторно проведено выездное совещание в 35-й школе, по которому определен конечный список строительно-монтажных работ, которые необходимо провести для устранения полученных замечаний. К концу этой недели, я думаю, закончат. Проведено совещание совместно с главным инженером Сахатранснефтегаза по переходам футляров у 6-й школы. Достигнута договоренность, все нормально, вопрос закрыт. Ну и по комиссии по безопасности дорожного движения отчитались, прошли публичные слушания, ну и состоялось жюри по старому городу, определен победитель, то есть все известные факты. На этой неделе у нас плановая работа, объезды по самостроям продолжатся, также по объектам вводимых школ, детсадов, по 35-й школе. Все, кратко все. Так, значит, у нас сегодня в 14:15 с вами совещание по самостроям. Управы, если есть к совещанию что сообщить, значит, подходите, участвуйте. Дальше, значит, с Минтрансом на этой неделе будете проводить ПАПКАТ или когда? На этой неделе. Ну, значит, я думаю, что можно пригласить членов общественного контроля, комиссии по общественному контролю, пусть участвуют, потому что чем больше информации, тем лучше. Хорошо, есть. Так, дальше. Михаил Сергеевич, пожалуйста. Доброе утро. Финансово-экономический блок на прошлой неделе отработал согласно плана. Мы продолжаем работу по формированию проекта бюджета на 2020 год. Участвуем во всех заседаниях постоянных комиссий Якутской городской думы. Они активно проводились на прошлой неделе. На этой неделе планируется 3 заседания комиссии. Все автобусы, которые мы запланировали на текущий год, они прибыли в город Якутск. Автобусы и за счет средств бюджета, которые мы приобретали, и которые приобрели сами частные предприниматели за счет Фонда развития города Якутска. На прошлой неделе мы провели большой рейд по несанкционированной торговле по улице Труда. И получено положительное заключение Россельхоз Российской Федерации. И данное положительное заключение направлено в Минприроды Российской Федерации для подготовки проекта распоряжения правительства о переводе земель. В данном случае мы говорим про те земли, которые мы планируем перевести из лесного фонда и в дальнейшем предоставлять. Это очень хорошо, и довольно хорошо вы продвинулись. Впервые за 6 лет, наверное, так достигнуты определенные положительные результаты. Это существенно бы сократило очередь многодетных семей, которые вот находятся в состоянии ожидания получения земельного участка. Поэтому просьба вот темпы не снижать, держите на контроле обязательно. Хорошо. Так, и, значит, мы, если не сегодня, то завтра должны пойти к министру финансов с постановочными вопросами города Якутска. Да, мы готовы. Да, сегодня, значит, мы с вами пойдем в Министерство жилищно-коммунального хозяйства по решению вопросов по задолженности Якутской КСТ перед жилкомсервисом, в том числе вопросы вот по займам, и сразу решим вопросы по полигонам, по передаче полигонов. Мы готовы. Так, хорошо, пожалуйста, Владимир Юрьевич. Доброе утро, уважаемые коллеги. Прошлая неделя Страдана была посвящена подведению итогов подготовки, предварительные итоги подготовки к отопительному сезону. Хочу сказать о том, что у нас на сегодняшний день фактически физическая готовность города Якутска полностью соответствует всем графикам. Более того, мы идем впереди по работам жилого фонда. То есть, если, как сейчас сказал руководитель СГХ, о том, что мы имеем 50% фактически подтвержденных актов готовности домов, но на самом деле эта цифра гораздо больше, потому что мы в выходные дни еще дополнительно будем сейчас доносить акты, соответственно, мы подведем черту на этой неделе.
Что касается наших предприятий, которые готовятся к отопительному сезону, мной была проведена проверка предприятий, таких как Жилкомсервис, Горснаб. На этой неделе я дальше поеду, предприятие готовится, чувствуется хорошая подготовка. Особенно мне понравилась работа Георгия Игоревича Гаврилова, Георгия Игоревича, Горснаб, который уже на сегодняшний день готов открыть задвижку и сушить наше хранилище до овощей. В Жилкомсервисе в том числе, также ситуация нормальная и готовы 100% котлы. Мы договорились, до 1 сентября тоже боксы будем сушить, ждать морозов не будем. Что касается жилфонда, хотел бы отметить о том, что у нас ряд передовых есть управ. Я хотел бы отметить округ Автодорожный, я хотел бы отметить округ Октябрьский. Я думаю, вы на этой неделе 100%, как и наши округа, закончите работу. Хотел бы сказать о том, что Табага, Тулугины, Кельдямцы, Хатасы, в том числе хочу сказать, что и Маган, они готовы, потому что ГУП ЖКХ на сегодняшний день отдельная процедура приемки ваших объектов. Фактически паспорта будут там готовы. Поэтому пригороды, за исключением Мархи, у нас практически на 100% готовы. Соответственно, цифра эта будет выше. Между тем, как ни странно, Губинский центральный округ у нас идут в отстающих, так как центральная часть, это очень удивительно. Мы начнем на этой неделе разбираться, в чем дело. Есть проблемы с задолженностью управляющей компании. Хотя на уровне Министерства ЖКХ было сказано о том, что это не дает оснований для того, чтобы не выдавать паспорта готовности нашим предприятиям. По объездам города Якутска на прошлой неделе я посетил объекты ФКР, которые были в прошлом году в зоне риска. Эти объекты готовы. 4 дома, которые были поставлены у нас, многоквартирные, Горького, Халтурина, Дзержинского и другие дома, они готовы. Фактически осталась только сдача объектов Ростехнадзору, и эти 4 дома будут запущены. Состояние домов надлежащее, за исключением того, что округам придется поработать с жителями, так как у нас в конце лета люди еще находятся в отпусках, и развоздушивание и прочие там процедурные вопросы и недопуск квартиры, это осложняет работу. На этой неделе пожар, который у нас был на полигоне 9 километр, хотел бы отметить, что Виталий Эдуардович Бобинов очень хорошо сработал. У нас была проблема с пожарниками, которые не хотели выезжать на объект, но я думаю, мы этот вопрос разрешили, и в будущем будем совместно с МЧС отрабатывать такие нестандартные ситуации. По отсыпкам и ремонтам наших округов хотел бы отметить хорошую работу. В строительном округе подрядчика, таких подрядчиков надо поддерживать. Дороги выполнены на 100% внутри кварталки и с хорошим качеством, особенно 16-й квартал. На этой неделе мы подводим итоги подготовки к зиме. Это говорит о том, что нам нужно будет и культуру, и образование подтянуть, где у нас есть проблемы. И хотел бы попросить руководителей предприятий, всех, кто у нас занимается подготовкой к отопительному сезону, в четверг прийти на штаб руководителей, потому что мы будем подводить черту, где есть проблемы, что с этими проблемами делать, и выслушивать ваши предложения. И эту неделю мы объявляем неделей собачек. То есть у нас 1 сентября время подходит, и нам нужно провести определенные процедуры. Поэтому эта неделя у нас будет посвящена собачкам и отопительному сезону. Спасибо. Так, пожалуйста, Владимир Ильич, ставят вопрос по бане в Табаге, если она не подлежит капитальному ремонту, сносу или что-то, будете запускать в этом году или нет? У нас был частник там, мы все-таки к Табаге вернемся. Вы про Табагу, Виктория Константиновна, у нас и в Хатасове, кстати, у нас был частник, интересовался. Давайте мы отдельно проговорим. Хорошо. Бани к сезону, пожалуйста, все посмотрите. Так, остальные вопросы в рабочем порядке мы решим. Так, пожалуйста, Евдокия Ивановна. Доброе утро, коллеги. У меня информация по подготовке к сессии Якутской городской думы, которая состоится 2 сентября. Сформирована полностью повестка. На повестке у нас 16 вопросов, то есть сессия такая основательная. Задействованы 4 комиссии. 1 вопрос на комиссии по бюджетно-экономической политике, 2 вопроса на комиссии по имущественным земельным отношениям, 2 вопроса на комиссии градостроительства и архитектуры и 11 наградных вопросов. Как правило, перед Днем города это традиционно всегда так бывает. Комиссии начинают работать уже завтра, где рассматриваются сессионные вопросы.
Завтра планируется проведение комиссии по бюджетно-экономической политике и комиссии по градостроительству, архитектуре. В среду комиссия по имущественным земельным отношениям. И на следующей неделе комиссия по законности, регламенту, местному самоуправлению, которая рассмотрит и наградные все вопросы, и вопросы по изменению там в ряд положений. Поэтому хочется, чтобы все были готовы, чтобы эта сессия прошла, ну, скажем так, достойно и соответствовала сессии, которая традиционно проводится перед днем нашего города, перед днем рождения. Спасибо, у меня все. Так, уважаемые коллеги, значит, все мы понимаем, что у нас сейчас 3 основных вопроса. Первое – это подготовка города к отопительному сезону. Второе – это подготовка учреждений образования, культуры, всей социальной сферы к отопительному сезону и к новому учебному году, значит, обязательно держать на контроле. Третье – это, безусловно, значит, программа «Безопасные качественные автомобильные дороги». Все остальные вопросы текущие вы знаете. По финансовому состоянию жилкомсервиса ситуация очень тревожная. Очень тревожная. Значит, вчера проезжала по городу, посмотрела. До полигона рабочие действительно убирают мусор с обочины. Вчера они замечены, есть, работают. Но мусор-то разлетается дальше в лес. Поэтому вот та полоса, которая лесная, она в принципе, видимо, периодически убирается. Там, если бы не убирались, вообще был бы ужас, конечно. Но я думаю, что надо более тщательно ко дню города там еще прибраться, лесная полоса с 2 сторон. Далее, значит, проехала по санитарным точкам, посмотрела. Альтаир у нас что-то в последние дни вообще провалился. Силами жилкомсервиса убрали. Видимо, посмотрите внимательно взаимоотношения Альтаира и якутской сетей, там есть какая-то проблема. Потому что все кварталы, которые они обслуживают, вот последние, там, начиная с пятницы, субботы, воскресенья, там было существенное накопление мусора. Еще раз обращаю внимание всех, что необходимо около санитарных точек, как общественных, так и при многоквартирных домах, проводить ручной подбор мусора. Потому что мусор вывозится, а мелкие бумажки и все такое разлетается. Это же картина у медцентра, это же картина, Валерия Сергеевна, мы с вами вчера смотрели Покровский тракт, и везде это характерно. Мелкий мусор никто не подбирает. Нацеливайте дворников на подбор мелкого мусора вручную. Дальше. Мы с вами должны обновить информацию по, значит, обработке многоквартирных домов против грызунов. Это работа управляющих компаний. Прошу информацию обновить, не внести. Кроме того, значит, сейчас мы проедем учреждение образования, посмотрим. И давайте на этой неделе, кроме всего того, что сказано, посмотрим планы по организации мерзлотного надзора на территории городского округа города Якутска. Мы должны этот план будем внести на научно-технический совет. Там есть у нас проблемы, накопленные десятилетиями, поэтому просьба этот план актуализировать. Человек ответственный у вас есть, мерзлотный надзор нам надо восстанавливать. Значит, Институт мерзлотоведения обещал мне внести письма, чтобы я обратилась в научные институты, которые есть, проектные организации, которые у нас держат, значит, информацию по замерам вечной мерзлоты на территории городского округа города Якутск за прошлые годы и десятилетия. Письма пока нет, просьба напомнить. Уважаемые коллеги, значит, у нас с вами прошел первый слет общественных советов города Якутска. Очень хорошее рабочее мероприятие. Поступило вот как минимум 15 очень дельных предложений и проектов, которые мы с вами все взяли в работу. Значит, Павел Николаевич, с Евгением Васильевичем оформите протокольно все, что там прозвучало. Если необходимо, давайте подготовим распоряжение с наставниками, со сроками исполнения. Значит, необходимо будет при, значит, приеме заявок на народный бюджет, а также формировании, точнее, внесении изменений в бюджет 2020 года, значит, посмотреть, чтобы все эти мероприятия у нас вошли. Особенно касается, Владимир Ильич, раздельного сбора мусора. Эта программа есть, но она застопорилась. И вот на этом первом слете общественники обратили наше внимание на то, что мы уже интеллектуально, город Якутск созрел для того, чтобы возобновлять работу по раздельному сбору мусора. Так, значит, поэтому эти бумаги все необходимо оформить. Ну и в завершении нашего еженедельного совещания есть приятная миссия поздравить. За вклад в социально-экономическое развитие столицы Республики Саха-Якутия, города Якутска и многолетний добросовестный труд награждается Иванов Анатолий Гаврилович, дорожный рабочий, акционерное общество «Якутдорстрой».
образование,